В течение нескольких лет Темиртауский историко-краеведческий музей ведет научно-исследовательскую работу по проекту «Истоки большого металла». Нами был собран и изучен материал по истории древней металлургии эпохи бронзы и раннего железа. И подготовлена теоретическая база для проведения реконструкции печи и технологической плавки того времени. На основе научных изысканий и с учетом масштабности мы сделали макеты металлургических печей эпохи железа и эпохи ранней бронзы. Наша работа основывалась на артефактах, найденными учеными-археологами на поселении Алат, расположенном в Каркаролинском районе Карагандинской области в Кенско-горно-лесном массиве. Именно там были найдены памятники древней истории, металлургические печи эпохи бронзы и железа. Но мы пошли дальше и решились на научно-исследовательский эксперимент по реконструкции печи эпохи бронзы и раннего железа и плавки металла. Для этого в 2019 году была организована и профинансирована экспедиция в рамках программы «Рухани Женгеру» на поселение Алат. В состав участников экспедиции вошли научные сотрудники музея, ученые-археологи, инженеры-металлурги, группа профессиональных художников, фото- и видеооператоры. Важной задачей эксперимента стала частота его выполнения. Поэтому технологический процесс плавки и реконструкции металлургических печей эпохи бронзы и железа проходил на материнском плато. Именно здесь, 3000 лет назад, находились мастерские древних металлургов, где плавили бронзу и железо. Для чистоты эксперимента мы использовали технологические приемы плавки, которые когда-то применялись древними мастерами. Заготовленный древесный уголь, глина для сопел, руда для плавления, каменные плиты для сооружения печи были взяты в окрестностях древнего поселения Алат, практически в том культурном историческом слое, где 3000 лет назад шла плавка металла. На первом этапе реконструировали печь по выплавке железа. Работа начинается с выкладки подины. Днище диаметром 45-50 см, сконструированное из каменных плит, предварительно углубленное на 15-20 см вниз. Затем выкладываются из камня стенки шахтной печи, оставляя окна для горна плюс отверстия, через которое вынимают продукт восстановительного процесса, а также небольшие окна для 2 воздуховодов. Печь делают высотой 60 см в форме усеченного конуса. В верхней части печи расположено отверстие диаметром 20 см. После кладки печь изнутри и снаружи обмазали глиной. Следующий этап – сушка печи. Необходимо провести ее так, чтобы не сильно потрескалась глиняная связка и обмазка. Печь топили маленькими ветками в течение 3 часов. Тем временем изготовили трубки из глины для воздуховодов. Их просушили и обожгли в соседнем очаге. В процессе плавки через эти трубки с помощью мехов будет подаваться воздух в печь, чтобы обеспечить высокую температуру плавления. Далее приступили к прогреванию печи, благо в этой местности было много сушняка. Загрузили им печь и приступили к подготовке руды, которую предварительно набрали в 40 километрах от поселения Алат. Руду измельчили на фракции 3-5 мм и разложили на противни для сушки. Одновременно с растопкой печи монтировали воздуховоды и подсоединяли меха. В оригинале меха изготавливали из кожи и дерева. Их работа дает возможность поднимать и поддерживать высокую температуру в печи. Меха устанавливают друг напротив друга, попеременно растягивая и сжимая, нагнетая воздух. Прогретая печь раскалена до красна, но тем не менее достигнутой температуры было недостаточно для плавки руды. Древесный уголь получали путем закладки дров в очаг и закрытием доступа кислорода. После оседания прогоревшего угля до половины печи заложили порционно, послойно подготовленную измельченную руду и древесный уголь, при этом не прекращая подачу воздуха в зону горения при помощи мехов. Закладку руду и угля проводили несколько раз. Параллельно на другом материнском плато шла работа по реконструкции печи эпохи бронзы. Вырыли яму, основание печи глубиной около 1 метра, сделали каналы для воздуховодов. От основания печи вырыли желоб длиной несколько метров, заканчивающийся дымоходом. Дымоход обеспечивал сильную тягу. Стенки обмазали глиной, сверху желоб закрыли каменными плитами и замазали глиной, выведя дымоход. Установили воздуховоды. В основание желоба для эксперимента поставили слепленное изделие из глины для обжига. На дно уложили толстый слой древесного угля и слой руды, и так несколько прослоек. Сверху печь заложили камнями и замазали глиной.
Не прекращая нагнетания воздуха, мехами продолжали плавку 8 часов. При вскрытии печи после окончания процесса была извлечена обожженная керамика и корица. Тем временем шла плавка железа. В ходе эксперимента провели замер температуры в печи, чтобы знать, идет ли процесс восстановления железа из руды. Температура во внутренней части печи на приборе показала 980 градусов. Плавка продолжалась около 10 часов. Восстановленное из руды железо концентрировалось в тестообразном виде на самом дне печи, образуя так называемую горную крицу – железную губчатую массу с включениями несгоревшего древесного угля и с примесью шлака. Древние металлурги потом снова нагревали крицу, проковывали и повторяли это неоднократно, пока не получали железо, пригодное для изготовления изделий. Тот бесценный опыт, который мы получили в ходе научно-исследовательского эксперимента по плавке и реконструкции древних металлургических печей, помог в создании зоны художественной реконструкции поселения металлургов эпохи раннего железа на площади перед музеем. С одобрения ученых, археологов, мы использовали тот же материал, что и на материнском плато, включая глину, руду, каменные плиты. Художественной реконструкцией занимался главный художник музея Мустафина Хайниса Рахимжановна. Мы с вами находимся в зоне реконструкции поселения древних металлургов эпохи раннего железа. Здесь находится у нас сама печь, построенная в натуральную величину. Печку мы сложили из камней, обмазали глиной снутри и снаружи. Воссоздали ее так, как нужно. Она углублена на сантиметров 15-20 вниз, высота 60 сантиметров, диаметр 45. И здесь вот отверстие, через которое можно посмотреть устройство этой печи внутри. Печь, она со своими сопутствующими деталями, с мехами, воздухоотводами. Находится очаг для переработки древесного угля. И находится навес, где могли отдыхать эти древние металлурги. Все материалы были привезены с этого поселения Алат. И печка, и меха, и вообще все, что здесь находится, оно в рабочем состоянии. Но мы не можем ее зажечь. Почему? Потому что наша зона реконструкции находится в спальном районе. Хочу сказать, что было очень интересно работать над этой реконструкцией. Во-первых, было очень интересно съездить в эту экспедицию и все увидеть своими глазами, а потом воссоздать, вот проникнуться духом того времени. И я думаю, что нам это удалось. Особая роль в проекте была отведена художникам. Для визуализации и воссоздания картин жизни древних металлургов-мастеров они должны были, благодаря своему творческому видению, опираясь на основе научных описаний ученых, археологов и историков, участвующих в экспедиции, нарисовать сюжетные работы, приблизив нас к реальности. Созданные художниками картины наглядно показывают жизнь древних мастеров-металлургов, погружая зрителей на 3000 лет назад. Каждый из авторов выбрал и использовал для написания работ различные техники и приемы изобразительного искусства. Итогом их деятельности стали художественные произведения, которые вошли в один из разделов книги «Истоки большого металла» и художественный фонд музея. Древнее поселение металлургов Алат находится в 280 километров от города Темиртау. Но сегодня наши посетители могут увидеть и понять, как выглядела мастерская металлургов и как происходил процесс плавки металла в эпоху раннего железа на территории Центрального Казахстана, благодаря работе, которую провели сотрудники музея в ходе реализации научно-исследовательского проекта «Истоки большого металла».